Глава республики Арсений Николаев выступил на форуме в Санкт-Петербурге. Предлагаем вашему вниманию запись выступления, которую мы получили вот несколько минут назад. Добрый день, дорогие друзья. Конечно же, развитие Арктики, развитие крупных промышленных проектов в особенности требует привлечения сегодня в Арктику десятков тысяч новых рабочих людей, в первую очередь, конечно же, обладающих высокой профессиональной подготовкой. И когда мы говорим о комфортной среде в Арктике, о условиях жизни, условиях развития, мы, конечно, понимаем, что оно может быть достигнуто только за счет появления новых промышленных проектов, которые сегодня появляются уже в Антаямбале, на Чукотке, в других регионах. И за счет этих регионов, за счет этих проектов, конечно же, создается та база, которая позволит нам кратно улучшить условия жизни в Арктике. Сегодня, конечно же, Арктика в любом регионе, например, Якутия, это та территория, которая имеет сегодня колоссальные проблемы. За последние 8 лет население Арктики и Якутии сократилось на 8%. А все равно идет отток населения. При том, что, конечно же, богатство Арктики, с одной стороны, всем известно. Я считаю, что государство очень много говорит, но очень мало делает для реальной поддержки Арктики. Я поэтому недавно принял решение, чтобы полностью освободить жителей Арктики от тех налогов, которые находятся в ведении республики. Это земельный налог, это налог транспортный, это налог на имущество физических лиц. Жители, которые у нас зарегистрированы в арктической зоне, платить его не будут. Все затраты на себя и возмещение выпадающих доходов муниципальных бюджетов возьмет на себя бюджет Республики Саха-Якутия. Сумма на самом деле не очень значительная для нашего бюджета, но для каждого конкретного человека, который живет в Арктике, это очень важно. Конечно же, мы при этом понимаем, что реализация тех проектов, которые требуют привлечения рабочих сил, о которых сейчас, Максим, вы говорили, она может идти разными путями. При этом взять пример Якутии, у нас есть компания «Алмаза Анабара», которая добывает практически на $1 миллиард алмазного сырья, входит в группу компании «Алроса». 95% ее списочного состава – это те, которые работают по вахтовому методу. Но они все, без исключения, жители Республики Саха-Якутия. Я считаю, что в первую очередь, конечно, когда мы говорим о развитии Арктики, мы, конечно, должны стремиться к тому, чтобы жители именно наших арктических регионов могли получить возможность получить хорошее образование и могли работать на этих предприятиях. Сегодня в Якутии, например, 70% тех, кто работает на постоянной основе в «Газпроме», которые начинают у нас активно идти вперед, они работники уже из Республики Саха-Якутия. Мы, когда говорим о тех событиях, которые произошли у нас в Якутске, мы должны понимать, что там вопрос не касается каких-то межнациональных серьезных отношений. Мы в Якутии всегда жили в мире и дружбе, представители более 130 народов. И, конечно, самые системообразующие – это русские и якутские народы. Никогда между нами не было трений, никогда их не будет. Но когда некоторые не очень образованные, а прямо скажем, необразованные люди приезжают к нам из-за границы, начинают российские законы просто игнорировать, то, конечно, их приходится порой и жестко ставить на место. Что и произошло. В принципе, все в рамках законов. Те мелкие хулиганские выходки, которые были, мы их тоже на месте очень быстро поправили. При этом, как раз Андрей Владимирович поднял очень правильную тему. Корень этих проблем, связанных с этими мигрантами, он на самом деле не в крупных промышленных проектах. Он как раз в вопросах малого бизнеса. Мы, к сожалению, огромной нагрузкой на малый бизнес, в том числе в Арктике у нас он практически в 2 раза выше, чем в странах, в других регионах нашей страны, мы привели к тому, что малый бизнес или должен уходить в тень, или появляются эти мигранты нелегальные, которые вообще не платят никаких налогов, вообще плевали на все наши законы и чувствуют себя как рыба в воде. Правоохранительные органы на них не реагируют, потому что, что там с ними связываться, а кое-кто на этом и какие-то для себя личные какие-то там мотивы имеет, положительные для конкретного случая. А бизнес страдает. И когда честный предприниматель видит, что он платит все налоги, содержит работников, несколько десятков, при этом на него каждый день приходят проверки, а рядом стоит нелегал, чаще всего из стран ближнего зарубежья, вообще никаких налогов не платит, работает за наличку, и никто его не трогает, куда деться честному предпринимателю? Он или за вилы берется, или он
становится таким же нелегальным предпринимателем. Я вот на Восточном экономическом форуме про это говорил, на завтраке, который ОСИ проводила, что мы прекрасно научились бороться с легальным бизнесом нашим. Каждый день выпускаем новые законы, ограничиваем, да? А на нелегальный бизнес делаем вид, что его у нас не существует. Вообще на него никакого права практически законодательно нет. Я вот немножко, может, в сторону отошел, да, от Арктики, но это проблема и не только Арктики, и не только Севера, а вообще страны в целом. И вот мы должны здесь очень серьезно, ну, каким-то образом напрячься. Что касается Арктики, я вот еще одну тему обязательно хочу поднять, потому что Игорь Евгеньевич сидит напротив, да, человек, который мы очень благодарим, он в свое время, будучи министром транспорта, создал федеральное казенное предприятие «Аэропорты Севера», благодаря которому аэропорты Чукотки, Магадана, Якутии были сохранены, имеют возможность сегодня развиваться, потому что для наших жителей Севера мы там понимаем, что круглогодичные дороги мы никогда не построим. Но для нас самое главное – аэропорты, чтобы люди могли летать. Сегодня мы имеем колоссальные проблемы с тем, что стоимость авиаперелета внутри региона наша очень высокая. И 33% у нас как раз топливная составляющая. В прошлом году она еще выросла вот на 30 с лишним процентов. Плюс, я вот не понимаю почему, но по аэропортам Севера происходит, некоторые наши коллеги здесь в федеральном правительстве хотят опять же начать увеличивать аэропортовые сборы. Но зачем это делать? Зачем это делать в наших районных центрах, из которых там 1-2 рейса в неделю самолета типа Ан-24? И куда переваливать это увеличение аэропортовых сборов? Опять же, на наших несчастных жителей. Так? И в итоге получается, что, например, сегодня из районного центра на севере прилететь в Якутск почти в 2, а порой и в 3 раза дороже, чем из Якутска прилететь в Москву. Вот поэтому я вот считаю, что вот в вопросах транспортной доступности мы, может быть, какие-то отдельные решения именно по реконструкции аэропортов, по реконструкции авиаплощадок за счет федерального бюджета. И вот субсидирование прямого, может быть, даже посадки на смету аэропортов Севера должны обязательно принять. Это тоже очень важный момент, о котором я сегодня не имею права не сказать, так, это если мы касается в целом Арктики. Спасибо.